Все. Ну ладно, начнем. У нас тут тесный и знакомый круг сегодня. Так, ну давайте разберем мифы, потому что покуда вы верите в них, вам будет очень сложно сделать так, чтобы эта методика подействовала. Но она действует. Но надо сначала, да, вот видите, мы как начинаем с самого верхнего уровня, самого верхнего, там, где болезнь, она и зародилась. Зародилась. И вот эти верования, в том числе, это вот оно здесь вот и держит болезнь. Я еще раз скажу, что тут причины болезни, тут ее проявление, тут ее следствие, а тут ее проявление, когда она проявилась в материальное наше восприятие. Вот. И мы сегодня немножко здесь побудем. Вот. Я думала, на самом деле, изначально я думала, что мы начнем вот так вот. Мы потом пойдем вот так, но мы начали вот так, с этого. Это круто. Даже я, в принципе, сама не могу узнать точно, как это все выйдет, потому что поток идет через меня, и я просто как бы позволяю ему течь, позволяю через свою энергию, посвящаю этому свою энергию и тем самым даю этому явлению проявляться. Вот. Так. Ну, давайте первое. Начнем с первого. Те, кто не был, они посмотрят записи. О, Аня, привет. Привет, Анечка. Привет. Рада, что ты тоже к нам присоединилась. Так, ну давайте, поехали. Первый миф. Причина рассеянного склероза. Привет, Аня. Аллергия на помидоры, рыбы, цитрусы, клубника и плюс индивидуальные аллергены. Очень часто встречаю, мне пишут, что вот я сдал вот такенский анализ на аллергены, мне вот такенский список дали, там мне прям домой приезжали, все там прям супер обслуживание, потому что это, ну, как бы развод. Ну, как что-то в этом, правда, есть, конечно. Человек в стадии болезни, у него реально есть какая-то аллергия, ну, потому что любой продукт может вызвать чистку, и вот эта чистка, она будет проявляться там в каких-то проявлениях. Но это, в общем, наживается на болезни, на страхе. Вот. И я тоже думала сдавать там на эти аллергены, там, видела, что там это нельзя, я думаю, а что, вот это да, если, например, я сейчас утрирую, а там людям говорят, что на воду аллергия, из-за этого РС, думаю, ой, а вдруг у меня тоже на воду будет, а что мне теперь воду не пить, да, или там, ну, то, что я ел там яблоки, там, либо еще что-то. Ну, в общем, слава богу, я не дошла до этого анализа. Хватило как-то ума и прокрастинации это не делать, не платить за это. Но в любом случае какой-то результат был бы. Но это точно не причина рассеянного склероза, как я думаю, может быть, вы уже знаете, потому что многие из вас уже давно общаются со мной. Это не причина рассеянного склероза. Это вот эти цитрусы, рыба, клубника, вот особенно, да, это может быть, это аллергия может быть, но это уже на загрязненном организме, это просто они вызывают чистку, любую реакцию. И поэтому как бы аллергия. А рассеянный склероз можно приписывать к любым вот таким вот, что где-то что-то не так, все, из-за этого рассеянный склероз. Не из-за этого рассеянный склероз. Это мы на следующем занятии уже я буду говорить и вот эту природу болезни, и вы поймете, что это все нет, не про то. Это то же самое, что вот у меня маленький ребенок, да, когда там прикормы начались, там, раньше, да и вообще с маленькими детьми, там, когда, например, давать клубнику, не давать, там, нет, я об этом не думала, но я видела много, где, когда прикорм изучала, там, вот, что на клубнику аллергия, на это не давайте, а когда кормим грудью, там, клубнику не ешьте сами, орехи не ешьте, это не ешьте. Я на это все всегда забивала, никогда. Думаю, как?
как от орехов может быть аллергия. Ну, понятное дело, там в сухую наесться, там, конечно, там будет там вздутие, там и так далее, это нормально. Вот, ну, как на клубнику, ну, если особенно это дачная, да, там своя клубника, может, ну, как она может быть вредна? Это может быть, да, аллергия, но если накоплены в организме патологии, надо не продукты убирать из рациона, а вот причина вот этой накопления, источник вот этой патологии убирать. Иначе, ну это неэффективно. Все это неэффективно. И в рассеянном склерозе есть аллергии, по-любому, есть аллергии у людей на вот это все. И вот этот анализ по-любому он показывает. Да, но это как бы они не обманывают, они не от балды вот этот список выдают. По-любому. Но почему организм в таком состоянии, да, что вызывает вот эти вот реакции на вот эти продукты? Вот это состояние, источник этого состояния, и надо убирать, а не продукты. Это то же самое, что бороться со следствием, да? Ну, это так же, как вот человек болен рассеянным склерозом, а пошел в баню, и ему стало хуже, да, потому что при нагревании тела проводимость нервных импульсов уменьшается. На какое-то время стало хуже, пока разогрев тела. Вот. И это же самое так, чтобы вылечиться от рассеянного склероза, не ходи в баню. Ну, это ничего не даст. Ну, понятно, ему будет полегче, если он не будет перегреваться. Но это ничего не даст. Ничего не даст. Это бесполезные способы такие. С попытки улучшить состояние и выявить причины рассеянного склероза. Причины всех болезней я вам скажу на следующем занятии, после вот этих мифов. Но это точно, все, вот этот миф закрыт, да, надеюсь. Вы потом, если что, записывайте вопросы, вы потом, если что-то непонятно, если я что-то недораскрыла, непонятно объяснила, вы всегда можете задать. Или в чате. Можете задавать вопросы в комментариях под, например, под ссылкой, либо под анонсом, где текст, список мифов выдала. Вот. В общем, потому что кому-то говорить, я знаю, здесь неудобно сейчас. Так. Второй миф. От рассеянного склероза... Исцеление от рассеянного склероза – это когда пропали очаги. Спрашивают. Не часто, но бывает, спрашивают. А у вас есть очаги? А вы делали МРТ? А сколько у вас очагов? Там, или когда слышат исцеление там, от рассеянного склероза, либо такая устойчивая достаточно ремиссия, например, сразу спрашивают, у вас что, все очаги пропали? На самом деле я не знаю, что там, есть там очаги, нету там очагов, сколько там очагов, я вообще не знаю. Но я точно знаю, что я уже много лет живу, как у меня мое здоровье и самочувствие намного лучше, чем в детстве. Намного лучше, чем когда-либо. Вот. А по поводу очагов, я думаю, что вы уже знаете почти все, что очаги, да, это рубцовая ткань. Но это как шрамы. Я не знаю, вот шрамы, они уменьшаются, действительно. Вот у меня тут на ладони была операция, какая-то шишка, мне такие, так вырезать. Вообще просто, это единственная в моей жизни операция. Вот шишку просто вырезать. Вот надо в наркоз, надо в больницу положить, чтобы вот эту шишку вырезать. Вот, в общем, у меня тут шрам есть. Он со временем, наверное, шрамы меньше становятся, да. А вот по поводу миелина не знаю. Не знаю точно, но если мыслить от общего, то они со временем уменьшаются. И помню, когда я наблюдалась в этом центре рассеянного склероза, у нас есть в Хабаровске, куда меня сразу там направили, из Москвы, где выявилось заболевание, и по месту жительства в Хабаровске там просто краевая больница, там неврологическое отделение, и там был центр рассеянного склероза, где вот этим всем занимались. Там не было центра, прям просто вот такое, просто такие функции были в неврологическом отделении. И я разговаривала там, в то время, когда я еще болела, у меня сразу такие начинали мысли посещать, а можно ли вообще, в принципе, от этого исцелиться сразу же? Хотя прошло много лет, когда я это поняла.
немного лет, ну, несколько лет, где-то 2 года прошло, когда я точно окончательно решила для себя, что это возможно, и я это сделаю. Вот. И я спрашивала вот этого врача, который мне наблюдал, и он говорит, ну, не знаю, говорит, ну, в моей практике не было такого, чтобы очаги пропали, ну, вот уменьшились, да, говорит, это я видел, а пропали нет, не знаю, говорит. Вот, ну, это все, что я знаю. По поводу своего МРТ, мне когда-то интересно, если там будут очень много спрашивать, если мне когда-то нечем будет заняться, шучу, конечно, мне никогда не будет нечем заняться, если когда-нибудь, я думаю, что я это, может быть, сдам, может быть, не знаю. Не знаю точно, что там. Это, мне кажется, не очень полезно, потому что, ну, вот эти данные не очень полезные будут, потому что у меня нету предыдущих анализов МРТ, нету на руках. Я их не сохранила, потому что в своем исцелении у меня не было ни наставника, ни помощи, вообще ничего, я шла в никуда. Вообще никто дорожку эту не проходил, и никто об этом не говорил. И у меня столько, меня прям просто перекручивало. То я все там, то все там, все пропало, там все, да, пошло оно, и то все, ладно, так и буду болеть, то нет, я исцелюсь, все нормально. То есть моя жизнь, она просто вот, ну, вот так вот кувыркалась, и мое сознание кувыркалось, и меня просто мотало. И в какой-то момент я с удовольствием их сожгла все. Так же, как в какой-то момент я удалила все видео, все свои семейные. У нас был семейный этот альбом, ну, как бы в Google, такой цифровой, где там все мы там все показывали, мы же путешествовали, мы там все делились, вот тут, вот так, вот смотрите, какой фрукт, там все такое. Но потом я просто все это вычистила, выпилилась из интернета вообще, все свои фотографии, все. Не только в интернете, а у родителей все фотографии, все вообще. Вот. И просто мне хотелось исчезнуть вообще из этого мира полностью, и просто вот так вот в норку спрятаться и пережить вот это все. Ну, не то, что пережить, я просто, в принципе, не знала, что это можно пережить, просто мне просто, ну, так, это отшельничество, просто я ушла в пещеру, и просто там вышивала, цветочками занималась, там, домом, там, и все. Больше я ни с кем не общалась, не фотографировалась вообще, ну, так. Не, конечно, общалась, ну, конечно, если кто-то там приедет, там, например, с Таиланда какие-нибудь знакомые наши, мимо. Так, нет, не на тусовке. Ну, в принципе, как с кем хочется общаться, если там еле-еле двигаешься. Так, живешь там своей жизнью такой маленькой, и все. И поэтому у меня уже давно пропали мои предыдущие результаты от России, вот эти вот исследования по МРТ. Ну, я думаю, ну и получу я вот эти. Ну, как их сравнить? Как я смогу сравнить динамику? Я на память не помню, что там у них, где там какие-то, сколько там очагов, там сколько было. И ну, какая ценность? Я вот размышляю об этом, какая ценность в этом? Например, да, если бы у меня были до анализы, я бы проанализировала так, за это время отсутствие обострений, да, вот эта ремиссия, которая началась где-то в 2017 году, самое сильное обострение, 2 года в среднем до 19-го, до беременности у меня исцеление было. Ну, где-то вот с 19-го, да, сколько сейчас, уже 5-й год, вот за вот эти 5 лет, например, например, очаги уменьшились, либо количество их уменьшилось, либо наоборот увеличилось, а тут странно, а я чувствую себя супер, хорошо, вот. Поэтому не вижу какой-то надобности. И я по себе заметила, что вообще я не думаю об очагах, там, что там, какие там, когда они были, какие они есть сейчас, я не думаю. Я знаю точно, что я здорова, потому что я приручила это явление, потому что я поняла его. Какое-то время после исцеления и до того, в ремиссиях, до 2017 года, когда мы путешествовали, я впервые попробовала голодание. Через 2 недели голодания у меня тело восстановилось быстрее, чем от гормонов. Представляете, гормоны сразу на ноги ставят, человека так тушат,
все вот эти аутоиммунные процессы. А я думала, когда заходила голодание первое, я думала, ой, там мне сейчас все хуже будет. Я, в принципе, заходила в голодание и отдавала себе отчет, что я могу просто из него не выйти никогда больше, все, да? Вот. Я, в принципе, я была согласна со всеми исходами, в том числе с летальными, потому что не попробовав, не рискнув и жить как вот бояться, это для меня хуже смерти было. Вот. И поэтому я заходила туда, и был такой страх, в том числе, что я тут, у меня такое критическое состояние, обострение, я перестаю кушать, я веду организм в такое критическое, еще большее состояние, думаю, что со мной будет, вот так вот, да, и, наверное, там у меня вообще вместо исцеления, вместо пользы, может быть, и будет вообще еще хуже, я там вообще себя просто в ближайшее состояние уведу. Вот, были такие мысли в голодании, но на мое удивление, после 2 недель голода и на выходе, не на голодании самом, а на выходе, на восстановлении, все вот эти вот все раз, и все. А даже, кстати, на голодании уже, после недели на голодании стало уменьшаться, при том, что организм был в кризисе сильно, закисление, все, токсикация сильно поднимается на голодании, длительно, не на однодневном, длительно, до 2 недель. Вот, и на восстановлении еще сильнее, у меня что-то, оп, и сразу все прошло. Я такой, вот это да. А я уже, все, я согласилась на самое худшее, а тут раз и без гормонов, без ничего. У меня раз такие улучшения. Вот. И поэтому, в общем, чему я вела по поводу этих голоданий? Тело восстановилось после голодания неожиданно. И вот после вот этих голоданий, когда я поняла, что вот это голодание, да, сыроедение, что-то оно работает, как-то оно работает, классно, неожиданно, классно. Вот, и с того момента я начала Мирошань делиться просто на сайте. Вот после вот этих вот улучшений у меня еще был страх, что вот, а вдруг это будет. Это было. И мне казалось, что пока я на сыроедении, я в безопасности. И вот это вот напряжение, вот этот страх. А сыроедение были голодные, я без чекапов делала, без анализов крови. Я об этом, еще совсем ничего не знала, просто вот так вот отчаянно, так вслепую, в никуда прыгали мы. И был страх, а вдруг вернется, а вдруг это ремиссия, а вдруг. Но после вот этого исцеления финального, вот того обострения, и когда я не голоданием его убрала, улучшение достигла, и притом не быстро, а вот за 2 года, достаточно, примерно 2 года, вот, то вот тут у меня вообще никакого уже страха нету, что это просто ремиссия, оно придет. Да, оно придет, конечно, оно придет, если я снова буду жить предыдущим образом жизни, тут и так далее. Оно придет. Вот. Как только я поняла вот этот вот механизм, вот это явление, у меня перестал быть страх, что вдруг это ремиссия там, или обострение может в любой момент. Как раньше я думала, что будем надеяться на ремиссию, мне сказала знакомый доктор в Москве. Вот. И поэтому нету страха. Как только вот когда вы поймете, что такое болезнь, что вот как этим управлять вашим состоянием, у вас вообще никакого не будет страха перед обострением. Никакого. А если оно и какие-то ухудшения возникнут, вы точно будете отдавать себе отчет, почему это возникло. Но и так как вы отдаете себе отчет, вы можете это все поменять снова. Вот. Это по поводу очагов. Мне, если честно, не интересно. Мне больше моего внимания уходит на ежедневное поддержание своего состояния и качество своей жизни, на ежедневное. Потом в методике я вам скажу, что такое ежедневное поддержание, там все. Вот это. Может быть, сейчас, кстати, в рамках мифов я же так подробно обо всем рассказываю. Надеюсь, вам интересно. Так, это просто
ремиссия, мы это обсудили, да? Это просто ремиссия. Мне так говорят, люди, которые вот не хотят, вот, чтобы вот исцеление у кого-то было или у себя там, ну вот не хотят. Либо какая-то, знаете, такая как баба-яга такая, как внутри. Нет, нет, у вас это исцеление, это точно, все. Это не исцеление, это ремиссия. Это ремиссия. Да, пожалуйста, пожалуйста, ну как бы мыслите, как вам удобно. Человек, который говорит, не-не-не, это не исцеление, это ремиссия. Да, пожалуйста, это он другими словами-то что говорит? У вас точно будет потом исцеление. Зачем им это? Зачем им это, да? Ну, это вот люди в состоянии болезни, которые они вот у себя еще вот не приняли вот это исцеление. В принципе, не знают, что это такое даже, если они так себя ведут и говорят так. И вот они хотят, чтобы вот не, точно, не, ни за что, никогда я не пропущу в свой мир, что бывает исцеление. Потому что еще надо поболеть для опыта своего. Так, это не просто ремиссия, это исцеление. Ремиссия от исцеления отличается тем, что мы не боимся следующего обострения. Мы не боимся вообще болезни. Мы не боимся, знаете, вот, ну это как вот, если мы не знаем, что вот кастрюля на плите, она горячая, если мы это не знаем, мы в любой момент можем вот так вот взять ее, и, ну, которая на огне, да, варится прям сейчас, взять, хотеть там отнести ее и обжечься. А потом такие, когда мы не знаем, мы такие думаем, а почему я обожглась? Обожглась, это может со мной произойти в любой момент. То я кастрюлю беру и переставляю нормально, а то она меня обжигает, и мы будем бояться вот эту любую кастрюлю брать. Понимаете, почему? Потому что нет знания, что если она стоит на огне, ее не надо брать, она просто горячая. Если это, то это. Все, это причинно-следственные связи. Также болезнь ничем не отличается, понимаете? Тут закон подобия. Подобие действует, все подобно вообще во Вселенной. Так же, как у нас здесь спиралька на голове, спиралька в ванне, в которой вода уходит. Спиралька — это торнадо. Все по одному подобию, все в мире вообще все. Галактика, да, спиралька такая закрученная. Я, конечно, не видела галактику своими глазами, но вот на картинках она вот такая. Вот. И все подобно. Вот тут болезни, вот с этой кастрюлей болезни. Все одно и то же. Все одно и то же. Как бы нам ни хотелось все это усложнить. Как только мы понимаем, как это все работает, мы такие, ага, не надо брать кастрюлю, чтобы не обжечься. Если там горит огонь, она там кипит, она значит горячая. Ага, мы перестаем бояться всех кастрюль, что они нас все в любой момент обожгут. Это то же самое, то же самое. Мы, как только мы понимаем, ага, как это работает, все понятно, то мы перестаем бояться, что у нас в любой момент будет обострение. Вот, поэтому вот так вот. Это просто ремиссия. Ну, можно и так назвать. Пожизненная ремиссия, да. Если бы я вот так вот дотошно подходила бы к вот этому определению исцеления, ремиссия, то я бы начала выдавать методику где-то 90 лет, к 90 годам. Тогда многие из болеющих сейчас РС бы они умерли просто за вот эти 90 лет. А так мы рискуем уже применять эти знания. Пускай они даже где-то неполные, пускай они даже где-то будут дальше дополняться, но они уже помогают многим. Почему бы сейчас уже не довериться этому и не исцеляться, не применять, да? Но хуже от этого не будет, точно, потому что в моей методике там нет никаких побочных эффектов. Точнее, они есть побочные эффекты, только позитивные на все вообще, на всего человека. Такие побочные эффекты, в смысле. Так, давайте следующему. Все хорошо? Если что-то непонятно, вы можете поднять руку, и я думаю, увижу вас. Можно задавать по ходу вопросы, это же наши эфиры. У нас сейчас немного, мы можем себе это позволить. Вот, поэтому, если что, тяните руку. А я продолжаю. Так, дальше сейчас не сделаем, чтобы удобно. Дальше. Угу.
А, это просто ремиссия. Есть повреждения, которые не восстанавливаются. Вот об этом я тоже свято верила. Мне говорили типа: "Вот сейчас тебя пока онемение, ну, в больнице, сейчас пока онемение, вот они сейчас вот гормонами восстанавливаются". А говорит: "А если вот уже человек в инвалидной коляске, то там уже гормоны не всегда помогают". Мгм. Да, может быть, гормоны не всегда помогают уже в таких ситуациях, но любые повреждения восстанавливаются. Любые повреждения восстанавливаются. Это рана, рана на коже. Она, хоть хоть вот такая рана, хоть вот такая рана, хоть какая рана. Ну, понятно, если руки нету, то понятно, ну, как бы, ну, как ампутирована, да, то понятно, может быть, она и не вырастет, хотя есть и секретные способы это делать, но это очень сложно. Я это как-то вот почему-то я это встречала когда-то. Ну, и логично, в принципе, да. Но понятно, рука не вырастет новая. Тут уже, ну, не будем, да, так говорить. Но про рану, вот такая рана, вот такая царапина, хоть какая, заживает, заживает. Другое дело, как человек, вот этот хозяин этой раны, будет с ней обращаться, да? Вот от этого. Быстро, долго, полностью заживет или будет там, ну, дольше просто заживать, заживать. Но это все зависит от наших действий, как хозяев раны. Вот. А, Я вот думала, что вот у меня сейчас вот какие-то онемения, ну, тогда начиналось там зрение, ну да, гормоны восстанавливали, но вот я думала, если что-то отключит, прям сильно тело отключает, ну, там совсем, там ты уже ходить не можешь, там равновесие держать не можешь, там все, то это не восстанавливается, потому что это сильно, сильно большие повреждения, это сильно глубокие повреждения, это, скорее всего, не восстановится. Хоть бы у меня такого не было, хоть бы у меня такого не было. Вот так вот. Вот как вот чувствует человек себя с рассеянным склерозом, который вот это вот полный туман, как это, что это, от чего это зависит, такой хаос в голове вообще, что от чего он заболел, а что ему поможет, вот так, только и уповать на Бога, вот так вот, хоть бы, вот так вот, хоть бы не было обострения, хоть бы у меня не было до такого, а у меня было до такого. И когда у меня это наступило, у меня снова вот эти вот голоса, все еще голоса, вот эти повреждения сильно не восстанавливаются, там, если сильно там, а я тем более без гормонов, без ничего, и тем более я много чего не ем, и тем более, вот, и вот это все не восстановится. Но в какой-то момент, да, в самом сильном обострении я, да, в принципе, как и в том голодании, да, о котором я рассказывала, у меня такое же было, ну и ладно, ну не восстановится, и ладно. Мне, конечно, сильно помог в этом мой муж. В минуты отчаяния такое, что я такая: "А вдруг у меня все это не восстановится, вдруг я так всю жизнь буду там". Ну, редко мне это бывало, но бывало, ну что, и всякие мысли бывали, да. А он мне говорил, говорит: "Да и ладно, говорит, Оля, да и ладно, говорит, я твою душу люблю, не твое тело люблю, буду на руках носить, если не будешь ходить". Вообще, говорит, мне вообще все равно. Вот. И как вот он мне сказал тогда, ну, говорит, тебя насморк, говорит, потом мне все равно, говорит, буду на руках просто носить и все. Вот. И я такая: "Ну ладно". Ну, думаю, ну и ладно, не восстановится, но зато я книжку читать могу, зато у меня дом есть, зато но зато я что-то смогу, и этому буду радоваться. Ничего страшного. И, ну, если, конечно, выйти сильно высоко в мировоззрение, да, в истину, что неважно, как вот эту прожить жизнь. По большому счету, неважно. Вот а, взлетите над землей взлетите мысленно, посмотрите на вот эту землю. Где там наша страна? Где там наш город? Где там ваш дом? Где там вы сейчас вот в этом доме сидите? Где? Нас, по сути, нет, мы вспышки. Мы вот как вспышки рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Наши дети рождаются, умирают, внуки рождаются, и все вот это вот так вот. И я где-то вот, я уже там понимала тогда уже, что нету особой важности в моей жизни. Нету особой важности, как я эту проведу в жизнь, как она внешне будет выглядеть. Главное, как я внутренне ее проведу. И я поняла для себя, что ну и ладно, пускай не восстановится, ничего страшного.
ну как, с одной стороны страшно, с другой стороны ничего страшного. Я все равно найду мелочи в жизни, которые меня будут радовать, которыми я буду радоваться, и которые мне скрасят мою вот такую жизнь. Вот. Но они восстановились, смотрите, да, я не знала, что они восстановятся, все восстановилось, вообще все. Хотя у меня не было расчета на это, честно. Мне никто не говорил: да, Оль, да все нормально, вот смотри, делай раз, два, три, да, как я сейчас там говорю. Не было никого, и оно само как-то раз и восстановилось. Ну, непонятно, не без каких-то намерений моих, но восстановилось. Поэтому в том числе я говорю, что исцеление начинается со смирения. Со смирения. Покуда мы не согласны с этой ситуацией, там, я хочу бегать, я там хочу то, хочу это, хочу сверхчеловеком. Вообще-то я тут рождался сверхчеловеком быть. Что тут мне мои планы тут, да, рушат? То все, ну, все, это не смирение, это борьба, это как бы претензия на жизнь вообще-то. Ну и все. А как вот такому маленький ребенок, да, кто такой покладистый, хороший, мы такие хвалим, такие, ну хорошо, молодец, такой, на-на-на, такие. А кто-то тут буянит, такой, да что мне тут, да вы мне все должны, да вы все давно там все там давайте. Мы такие, ну а в смысле, как мы с этим ребенком будем поступать, да, как типа вселенная, да, поступает. Ну вот она, ну, не то, что она его накажет, да, она ему покажет свое место, ну, что он не те запросы имеет на жизнь. Вот. И, ну так, даже своим бездействием покажет, то, что вот давайте мне там быстро все там встали, отжались там всем, ну да, ребеночек. Ну, в смысле все отжались? Нет, мы не будем отжиматься по твоим командам. Нет. А он там, все быстро мне тут исцеление, там, да, я вообще-то не это. Ну, это я утрированно говорю, чтобы понятно было. Но я вижу от и до во многих, особенно в мужчинах, такая позиция. Что мне такое сделать? Они говорят, Оля говорит, вот что мне такое сделать, чтобы вот быстро ходить, потому что я хочу должность занять там вот, вон там вот, на этом, директор корпорации, потому что меня уже рассматривают на такое. Я говорю, ну смотри, вот это, все вот это объясняю, все вот, как это все есть, ну в смысле, что делать, там, с чего методика состоит, там, что я делала, что помогает реально. Он говорит, да нет, говорит, Толя, ну это все понятно, спасибо, говорит, тебе. Но вот, ну чтобы, а есть, чтобы вот такое, чтобы вот не сделать, и вот сразу все туда, чтобы это вот все, ну, как бы не мешало мне вот так вот ходить побыстрее. Вы думаете, этот человек сейчас вот, хотя мы с ним давно связывались давно, и до сих пор он топчется на месте. У него хуже и хуже. Поэтому он недавно мне как-то тоже что-то написал. Я ему, кстати, забыла ответить. Тоже что-то такое, кажется, он мне сказал. Я не помню точно, но он говорит, у меня все хуже. Ну, понятное дело, но я об этом и говорю. Смирение. Вот этот ребенок такой, я хочу тут, мне все быстро, весь мир тут, тело давай у меня тут, давай. Такое не подойдет. Нас будут учить, что мы как бы тут, ну, не все вокруг нас пляшет. И это все не просто так дано нам, да? И это надо нам принять, смириться с этим. Вот. Поэтому те, кто смиряются, это как, знаете, есть такая, кажется, в Библии есть такая фраза, что те, кто были первыми, станут последними, а те, кто были последние, станут первыми. Ну вот когда в общем, в час истины. Вот. И вот то же самое. Те, кто смирятся со своей болезнью, сказать, ну все, хорошо, ладно, спасибо моей болезни, спасибо, я согласна, все, хорошо, я очень радуюсь своей жизни, я очень рада, что у меня вот эта рука есть, ну да, чуть-чуть, там, да, пускай не мешай, но они у меня есть, представляете? А есть люди, у которых без рук, без ног, вот. А у меня зато еще нога есть, представляете? О, у меня еще эта футболочка есть, здорово. Окей, ладно, я согласна. Ну, меня это все радует, да. У меня даже сережки есть.
все, я готова. Вот буду сидеть такая красивая, вот ну, сидеть, ну ладно, не буду ходить, но буду пробовать, но при этом буду делать там, что помогает, что, ну там, да, вот, например, если я говорю, что-то помогает. Смирение не значит бездействие. Буду делать, все, я просто буду делать, я хочу, мне это нравится, все. Вот. И тогда вас ждите сюрпризов. Ждите, спокойно живите и ждите сюрпризов. Вот. Давайте сейчас, секундочку, я на минутку сейчас отбегу, и вы здесь тоже можете чуть-чуть передохнуть, попить водички. Сейчас скоро приду. Не буду выключать эфир, оставайтесь на месте. Ага, спасибо. Спасибо, кто остался, кто дождался. Так, сейчас перейдем к следующему. Следующее у меня доступно только молодым. Чем больше возраст, тем меньше шансов восстановиться от повреждений, да, обострений. Да нет, раны заживают у молодых, да, у пожилых же заживают раны, ну заживают же. Почему повреждения могут не зажить? И чем вообще заживание раны отличается от возраста? Поэтому молодые об этом не заморачиваются. А вот если в возрасте, да, у меня, кстати, много обращающихся за 40. И как бы, ну вот это как про рождение детей, там возраста там считают, такие, нет, мне пора, там рожают просто потому, что не то, что они хотят ребенка, потому что как бы пора уже, возраст, типа, там 25 прошло, такие, все, поздно, давайте быстро рожать. Вообще встречала таких людей, и они потом мучаются со своими детьми в итоге, потому что не такое должно быть зарождение новой жизни, не потому что там возраст какой-то там опаздывает они куда-то. Ну и то же самое с рассеянным склерозом. Не надо быть супер молодым, не надо быть супер там. Ну, понятно, у детей регенерация сильнее, понятно, у них рост сильнее, да, там до скольки там человек растет. Ну, ладно, давайте, маленькую такой возраст возьмем, до 21, там, формируется там у него костная система, костная ткань. Вот. Ну и дальше он растет. Мозг развивается до 36 где-то. Мозг развивается. Потому что, например, если Джотиш брать, то Сатурн, карака общественной реализации, Сатурн активируется только после 36 лет. Это о чем говорит? О том, что до 36 лет и каждая планета отвечает за свою долю мозга. До 36 лет человек, не соображает. Так же, как ребенок не соображает, маленький ребенок не соображает, в пространстве и во времени. Но он начинает еще в пространстве как-то дальше, ближе там.
А во времени он не соображает. Он не соображает, что такое через 2 дня. Он не соображает, что такое было, ну, вчера еще там чуть-чуть может, а дальше нет. То есть он живет настоящим моментом, потому что ему повезло, то, что у него не созрели вот эти доли мозга, которые грузить начинают потом. Шучу. Потому что не созрел мозг. Вот. И Меркурий потом, где-то к школьному году, созревает вот эта доля мозга, и поэтому идут все в школу. А до этого нет. Потом вот и в 36 лет созревает Сатурн. Созревает такая доля в мозги, вот такое место, когда человек начинает понимать, что он может принести обществу. Кому-то, конечно, повезло, он не в 20 лет понимал, ну, я таких случаев не встречала, если честно. Поэтому есть кризис среднего возраста, что, ну, когда человек вот созрел уже, говорит, что я здесь делаю? Зачем я это все делаю? А почему у меня такая семья там и так далее? Ну, то есть вот эта переоценка идет. Потому что, доля включилась мозга, и он начал по-другому воспринимать реальность, да? Вот. И поэтому это недоступно только молодым. В 36 лет это только человек все созрел. Вот. А возраст это совершенно никак не отражается на способностях нашего организма к регенерации. Ну, так или иначе, у каждого по-разному будет, но в целом это не возраст, это не противопоказание для исцеления. Тоже, опять же, да, мы идем от подобия, от логики, от природы в наших умозаключениях, моих, я надеюсь, еще и ваши, пока мои только. Так, пока я не узнала. Так, исцеление — это чудо. Следующий миф — исцеление — это чудо. Раньше вот, это у меня раньше было такое, что там исцеление, я начинала помечтывать об этом. Такое, исцеление — это что-то какое-то это волшебное, само слово такое исцеление. Вот есть лечение, ну понятно, там улучшение, ну понятно, ремиссия, понятно, все, тут оно как бы приземленное. А исцеление — это что-то вау-вау-вау такое. Вот. Это как бы, ну, может быть, какие-то целители, может быть, какие-то там, куда-то, ну, есть же, да, вот такие вот христианстве, православие, например, ну, если далеко не ходить, какие-то случаи, когда вот к мощам прикоснулся, вот там исцелился, либо там кто-то там, какой-то там батюшка там тоже что-то там нашептал, там исцелился, есть такие истории. Я вот думала, что это чудо. И чем больше мы думаем про это, что это чудо, тем меньше мы позволяем себе как бы рассчитывать на это. Потому что, ну окей, подняться на лестницу на один пролет, ну это как бы это всем доступно, и вы понимаете, что ну это как бы это я смогу, да? Ну либо там вот так вот руку поднять. Это я смогу, потому что ну это мне понятно. А когда непонятно, то мы, конечно, ну это чудо, да, что-то. Ну это, например, как если не знать, как фигуристы там вот так вот вертятся, там, вот так раз-раз на коньках, там, для меня вот это чудо. Потому что, ну, я понимаю так, что это многие годы тренировки, но для меня это чудо, потому что я не знаю, как это делать. Вот. А когда мы не знаем, для нас это чудо. Но это не чудо. Нет вообще, в принципе, чудес. Есть чудеса, только те, которые мы не замечаем. Чудеса — это кого-то успокоить, это кого-то ободрить, это дать надежду, это вот это чудеса, понимаете? Вот это чудеса. А вот это не чудеса. Это просто надо знать, как это делать, и время тренировки. Все. Так же, как и в спорте, так же, как в фигурном катании. Так, то же самое, нужен целитель, я уже затронула, нужен целитель, кто-то там супер какие-то там свои способности, кто-то лечит руками, там все понятно. Не то, что кто-то лечит руками, мы все можем лечить руками. Просто мы об этом не знаем. Мы не знаем, что у нас в руках энергетические, вот мне как раз, да, получилось в Мехенде сегодня такое, у нас энергетические тут центры. Просто
Потому что мы каждый человек. Просто нам по телевизору это не сказали в детстве. Мы выросли с тем, что, ну, как бы руки да руки, ну что. Мы не знаем об этом. Не знаем. И поэтому мы каждый целитель для другого. Если мы как бы знаем, если мы начнем пробовать, как это делать. Ну уж для себя лучше подавно. Мы сами себе целители. Мы сами себе целители. И не нужен никто, вообще никто не нужен для того, чтобы вы исцелились. Никто вообще вам не нужен. Так, исцеление это сложно. Смотрю, сейчас много уже. Так, исцеление это сложно. Это сложно. Вообще сложно. Это любая сложная вещь, это сложенная. Вот, например, да, несколько предметов взять и сложить, это будет сложная вещь, потому что она будет сложенная. А если мы ее раскладываем на составляющие, это будет просто. Это будет разложенная уже вещь, уже не сложенная. Что я и делаю в этой методике? Я раскладываю вот эту сложную исцеление, вещь, явление на составляющие. Все. Поэтому вот у нас тут раз, два, три, раз, два, туда-сюда. Все. Поэтому я разложила вот это исцеление, вот это на составляющие. Поэтому это не сложно. Сложно для тех, кто не знает. Это сложно, реально. А если вы знаете уже, то не сложно. Из чего вот это состоит? Так. Также это миф следующий. Исцелиться можно от какой-то одной болезни. Меня часто спрашивают, а вы вот это, от вот этого исцеляете, а вы вот от вот это с этим работаете, а вот если я буду это делать то же самое, а мне будет лучше? Ну, болезней много, а здоровье одно. Болезней много, а мы одни, да? Человеческий организм один. Невозможно исцелиться только от одной болезни. Вы сами посмотрите, если вы начнете исцеляться от рассеянного склероза, то просто на фоне рассеянного склероза меркнет все остальное. Там гастрит, вегетососудистая дистония, там голова у многих болит, там шея, затылок, там головные боли, как обычное дело сейчас. Например, там суставы, там спина болит постоянно, где-то в боках колет, там еще что-то, неважно. Просто на фоне рассеянного склероза это все меркнет. И если вы начнете исцеляться от рассеянного склероза, вы заметите, как это автоматически все прошло. В принципе, вы об этом можете забыть вообще. Забыть, в процессе исцеления, в принципе, когда рассеянный склероз наступает, конечно, мы забываем, что там гастрит, что там, да ладно, я с этим проживу, а вот рассеянный склероз, пожалуйста, там, вылечите меня. Что с этим делать, да? Гастритом можно жить, да? Болит, то перестанет, все. Мы так и живем, да, получается. А вот рассеянным склерозом, тут жить не получается. И нам повезло с рассеянным склерозом. Потому что, я считаю, мне повезло. Потому что если бы не рассеянный склероз, если бы он меня вот так вот бы не расплющил, то у меня бы не было бы мотивации узнавать, что такое болезнь, что такое здоровье, что для этого всего надо. Мне повезло. Это так мою жизнь улучшило. Вот я была вот здесь, вот родилась вот здесь, и там постоянно, представьте, я в детстве помню, я не могла, я проснулась, маленькая девочка еще, проснулась, а я не могу глаза открыть, потому что у меня все вот тут вот слеплено гноем. Понимаете, корочкой вот тут слеплено. Я такая, мам, что мне делать? Мама ввела меня в ванну, и мне все это размачивала, в общем, отрывала все вот это вот, счищала, и потом только я могла открыть глаза. Ты маленький ребенок, постоянно потом в больницах с этим гастритом хроническим, постоянно на вот эти вот трубку мне толкали вот сюда, вот ребенку маленькому, и с этой трубкой час, где-то 2 надо было лежать, откачивать желчь на анализ. Зондирование называлось. И вот это на мое детство, смотрите, потому что я родилась в семье, где ничего об этом не знали. И, понятное дело, ребенок с психосоматикой, вылезший уже,
с питанием абы каким вообще, вот без тормозов вообще. А то там только открылись вот эти 90-е, вот только открылась вот эти все жвачка, кока-кола, милкисы всякие, мамба, хуба-буба, эти вот юпи. И все, вот это вот все просто вот доступно так стало. И вообще без тормозов все детям. Потому что, ну, родители как бы не знали. Они здоровые вообще всю жизнь, здоровые. И они, в принципе, никогда об этом не задумывались. Ну, там что-то покашлял, папа парацетамол закинулся и дальше пошел работать. Потому что он вырос в деревне, на натуральном всем. Вот, ну, в любом случае, вот, а на нас это все посыпалось с маленького возраста. И вот сразу вот все, вот плюс психосоматика. Потому что у наших родителей тоже как бы мало знаний, что такое, как любить человека, что нужно ребенку, там, ну и так далее. Все. И вот я родилась вот где-то на таком уровне, да, здоровья. Рассеянный склероз, понятно, меня приплющил вот сюда, просто вниз, намного ниже, чем я родилась, да, ладно, там вот эти гнойные глаза, ладно, там, да, я хотя бы ходить могла, вот, а болезнь вытащила меня вот сюда, вот, просто вот, да вон туда. Это не только про физическое тело, оно стройное, оно не болит вообще ничего, оно легкое, оно работает вообще как от и до. Оно не тянет на себя внимание вообще. То есть туда это не только про физическое тело, это про жизнь в целом. Туда. Это про жизнь в целом. Потому что невозможно исцелять только тело, не исцелив себя, не исцелив внутри, не исцелив душу. Невозможно. Потому что это то же самое, что исцелять вот этот палец, да, вот этот, чтобы он чувствовал себя хорошо, но не исцелив полностью руки. Да, если рука там что-то болит, там, ну, вы поняли, да, что это все неотделимо. Поэтому невозможно исцеляться от одной болезни. У меня был геморрой, болели суставы, колени, поясница постоянно, как нормальный спутник. Вы знаете, вот я вот к этому привыкла и жила с этим. Потому что, почему? Да потому что некогда об этом думать, все. Ну да, там с кровью, да, там больно, да, вообще я боюсь следующий поход в туалет. Ну потому что некогда, у меня там дипломы, у меня там зачеты, у меня там 2 высших, у меня там куча дел, и мне некогда об этом было думать. А когда рассеянный склероз, там все, у меня было время подумать, слава богу. Слава богу. Я очень благодарна рассеянному склерозу, вообще, честно. Даже те, кто там к нам иногда... Нет, вот единичный случай, когда нам с Максимом там что-то объявляли, у нее рак, там, или вот она там рассеянный склероз, или вот у нее вот такая вот патология обнаружена. Мы такие, поздравляем, поздравляем. Вам повезло, вам повезло выйти из вот этой вот тривиальной жизни. Потому что все, тут страх смерти, тут уже как бы много мотивации все это вот переосмыслить, поменять. Вот. Невозможно исцеляться от одной болезни, от тела одно, здоровье одно, и оно исцеляется от всех болезней. То есть если моя методика исцеления, то она не только от рассеянного склероза, хотя я часто позиционирую от рассеянного склероза, потому что это чисто мой опыт. Про геморрой, там, про вот эти вегетососудистые дистонии, гастрит, я не говорю, желчные там, пузыри, там, что-то проблемы, я не говорю, потому что мне вот в этих мелочах неинтересно копаться. Там много ко мне обращаются там, с аутоиммунными тоже заболеваниями, да даже просто с такими с мелочью какой-то тоже обращаются. Вот. И невозможно исцеляться. Вот это не методика не исцеления от рассеянного склероза, это методика возвратить здоровье. Чтобы возвратить здоровье, исцелить свою жизнь, не только свое тело, а свою жизнь, потому что тело — это только проявление нашего внутреннего мира. Вот, так же, как у детей. Вот когда их ведут в садик, у них раз и сразу кашель, там сопли, сразу. Почему? Да потому что они там переопыляются. Да нет, в том числе нет. Вот заведите не детсадовского человека, детского, ну, вот это, ребенка в какой-то детский этот центр, где они там куча всего тоже переопыляются. Но это не то же самое, что детский сад оставить там ребенка, и у него вылезет психосоматика. От детского центра, где они там тоже переопыляются все, у них ничего не вылезет, потому что это не детский сад.
А вот когда их оставляют в детском саду, сразу вылазит психосоматика. Это психосоматика. Тело начинает болеть, потому что душа страдает человека, душа страдает. Поэтому исцелиться от одной болезни и только тело не получится. Вот я вам говорю, что не получится у вас так сделать. Вот если вы на это не согласны, все, давайте, вот можете отписываться. Шучу. Вот, в общем, вот так вот. Невозможно исцеляться от одной болезни. Все исцелить, все, все, все. Шучу уже. Так, это мы сделали. Угу. Так, ну мой список подходит к концу, слава богу, потом ваш будет еще немножко. Доступно не каждому. Исцеление доступно не каждому. По разным причинам. И следующее, наверное, раскрывает вот этот миф. Доступно не каждому. Ну, если тоже, опять же, логика, в смысле не каждому. У нас что там? У меня там 5 рук, либо там у кого там тоже улучшение, там 2 головы, что ли, а вот, ну, у вас-то не 2 головы, не 5 рук, у вас под вопросом, получится или нет. В смысле не каждому? Да каждому. У каждого, ну, человек, тело. Что-то делаешь, ну все, каждому. Вот, и потому что, наверное, вот следующие мифы, я это все из разговоров записывала, в список этот копила. Нужны хорошие условия вокруг. Красивый дом обязательно, голубые стены у вас нужны, там, вы должны жить на Бали, иначе экология так себе у вас, ну и так далее, да. Особенно вот эти вот мифы, знаете, вот они так цепляются. Вот, например, услышат, что я жила в Таиланде, например, так вот, у вас там тепло было, там фрукты, там вот не такая экология, там пробок не было. Вот все. Вот поэтому вы исцелились. Да нет, не поэтому. Наоборот, я исцелилась, если говорить чисто про условия, да, вот чисто про вот этот миф, которых у вас, скорее всего, нету. Я исцелилась, когда приехала в Крымск, наш маленький город. Мы жили в квартире, не в доме даже, в квартире. Квартира. В общем, и вот тогда я исцелилась. Вот тогда вот в этой жизни, вот обычной, здесь я исцелилась полностью. А не в Таиланде. В Таиланде мы там вообще там голодали, сыроедели туда-сюда, там, в общем, такое были приключения у нас. Вот, поэтому нет, любые условия, они пригодны для исцеления. Все зависит от того, как вы их воспринимаете. Если вы убеждены, что, если вы не живете в теплой стране, в тропиках, там, возле моря, вы не исцелитесь. Окей, тогда не исцелитесь, тогда вам нужны хорошие условия. Вот если вот здесь такое убеждение есть, но я говорю, что в любых условиях можно исцелиться, потому что, например, то, из чего методика состоит, ее можно делать, для нее нужны только вы, да, дышать. Я забегаю чуть-чуть вперед, да, дыхание. Дышать можете. Что-то думать можете. У вас ощущения есть. Ну и все. Чего вам еще надо? Вот. Так. Нужна поддержка близких. Это вот когда-то у меня на наблюдении был человек, который был восходящий знак Стрелец, но у него проявлены близнецы. Весы. Это я не говорю про западные сейчас, но про джотиш. И вот я всегда, кто обращается ко мне, я сразу джотиш смотрю, чтобы изнутри человека понять. И вот весы, они все такие, так, другие, они все привязаны к другим. У них как бы пунктик на других, такие, так, компания, так, партнер, близкий, там отношения, вот у них пунктик. И вот он такой говорит, со своего, да, мировоззрения такой говорит, у тебя потому что поддержка близких была, потому что вот тебя все поддерживали. Кто мне что не говорит, понимаете?
вот каждый приходит со своим мировоззрением и, например, говорит, какой-нибудь Овен скажет, да ты, нет, потому что надо, наверное, надо действовать, наверное, надо физические упражнения. Весы скажут, наверное, потому что это у тебя близкий был, он с тобой поддерживал, он с тобой всегда жил, он с тобой, у вас такие хорошие отношения были. Рак какой-нибудь скажет, это потому что у тебя были такие условия, такие уютные, такой домик, такая страна тепленькая там, или у вас какой-то хороший город. То есть, понимаете, у каждого свои пунктики. Каждый знак, он на что-то нацелен, да? И каждый вот воспринимает, вот начинает вот мифы свои создавать. Вот. Ну, кто, что для кого важно, понятное дело, но ограничивать этим нельзя. Неправильно, неправильно. Это не истина, не истина. Это заблуждение, если мы будем этим ограничиваться. И вот нужна поддержка близких, он мне сказал, говорит, вот, а у меня тут никто не поддерживает и так далее. Но, ну вот если про себя сказать, что вот эта поддержка, она зрела, она, ну как бы, она, да, вот изначально была, но так же, как в любых отношениях, у меня также были свои трудности в отношениях. Знаете, вот когда вот лежишь и еле-еле там что-то делаешь, передвигаешься там по дому, там, по стеночкам, а тут, ну, и ничего, нормально там, ну, как бы держишься, все нормально, а тут человек приходит такой, говорит, у меня осталось только 20 тысяч, говорит, и начинает вот это вот, например, да, и начинает драму какую-то там, таким лицом таким ходить. И я в этот момент его презирала. В смысле, думаю, ты, ну, такая мелочь, такая мелочь. Но для него это было важно. Вот, это про моего мужа, любимого. И с того момента, это был тот момент. И не всегда он меня прям так поддерживал, не всегда он прям транслировал такое успокоение, там все хорошо, все нормально. Я один на один была со своими страхами. В редких моментах ему что-то показывая. Вот, и он много, ну, немного где, вообще, в принципе, мало как говорит, но он, если зайдет тема, он всегда говорит, что, говорит, я вообще не замечал, что у нее там что-то там, ну, какие-то страдания были внутри, потому что я не жаловалась. Вот, а это в тот момент, и это далеко не поддержка была, далеко не поддержка. Очень сложно жить с человеком, ну, вот в таких моментах, когда вот у него наступают такие моменты, и вот прям вот, и вот, ну, неприятно, транслирует вот это вот там какую-то безнадежность, такое лицо такое квадратное, там все. Вот. А, конечно, сейчас это мы вместе от этого всего исцелились. Он от своего, я от своего. Вот, он совсем другой, вот совсем другой вообще. Вот сейчас он моя поддержка, но сейчас я сама сильна, да? Вот тогда мне не было такой поддержки, как он сейчас для меня. Может и успокоить, там у него какие-то трудности, он вообще не показывает виду. Он говорит, заметила, говорит? Я говорю, что? Он говорит, говорит, слушай, ну, если ты не заметила, у меня получается со своими трудностями самому справляться. Вот. А раньше, ну, прям вообще было, вообще. Это все зреет, это все вместе, мы вместе исцеляемся. И поэтому не нужна поддержка близких, нужна ваша внутренняя поддержка, только внутренняя, только. Никто не успокоит вас, не ожидайте. Не ожидайте, что вас кто-то успокоит и приободрит. Никто не сможет это сделать, кроме вас самих. Кроме вас самих. В тот момент, вот в то время я научилась себя успокаивать. Потому что Максим был не в ресурсе меня успокаивать, не в ресурсе обработать все мои страхи, прям все. Но когда я ему делилась, мне нравилось, когда он, ну, проявлялся как, о чем я рассказываю с удовольствием. Не успевал. А то и бывало, он меня расстраивал, да, и мы ругались с ним тоже. Я была в таком состоянии, еще и ругались. А еще я знаю, что это усугубляет мой рассеянный склероз. И тут вообще, тут это от чего-то расстроилась, а потом расстроилась, потому что расстроилась. Вот. И вот так вот потом зацикл вот такой вот происходит, и просто и в аду оказываешься в своих мыслях, в своих страхах, в своих вот этих напряжениях. И никто не успокоит. И кроме меня, мне пришлось учиться успокаивать себя самой. И наполнять себя самой.
все, чего я хотела от окружающих. Меня ни мама никогда не ласкала, не жалела, не хвалила. Ни Максим в какой-то период, он не мог это сделать, потому что он тоже был как раненый зверек такой, еще не исцелившийся тоже. Только я могла это сделать. И только на себя я рассчитывала. И это, в том числе, я тоже буду говорить в методике. Вы научитесь себя успокаивать и успокаивать других. Тогда приводить себя в ресурс и приводить других в ресурс, поддерживать. Вы поддержка для других. Покуда мы ждем ее от других, дайте нам, никто нам ее не даст. Потому что все, это как нищий просит у нищих. Но как только мы себя наполняем, то мы наполняем и других. Вот тогда вокруг нас становятся богатые люди. Ну, а что говорить, да, если о женщине, да, чем она больше ресурсна, тем больше ресурса у ее мужчины. Чем больше у ее мужчины ресурса, тем больше у него силы сдерживать вот эти вот внешние напряжения мира. Внешнее напряжение мира, чтобы не пускать это в семью, в себя, в отношениях, и там сохранять такое вот прям идиллию. Вот. Поэтому, чтобы исцелиться, не нужна поддержка. Наоборот, если у вас много поддержки, если вас там все гладят, жалеют, это наоборот укрепляет вашу болезнь сильно, потому что вот эти, когда я не рассказывала много о своей болезни, но в основном люди такие, насмотревшись в новостях, вот на вот этом сознании, что там что-то такое плохое происходит, такие, все такие напуганные, им говоришь, там рассеянный скорость, такие, все, так вот все, вот это да, вот и что, и как же тебе с этим жить и так далее. То есть вот это ваши враги. Те, кто жалеет, ваши враги, потому что они вам транслируют, ой, все, вы пропали. Но, конечно, от доброты своей, но это не дает, не помогает нам исцелиться. Поэтому я, когда вот в то время, я никому никогда не говорила, что со мной что-то не так. Потому что, когда родители узнали, про мой диагноз, они такие, все начали сразу бегать вокруг меня, сразу бегать. Вот вообще никогда не бегали, никогда не было дела до меня, когда я вот так вот, родители, помогите, вот так вот в своих трудностях их как бы призывала помочь мне, просила, потому что, так вот, мне никто не помогает. Вот так вот. И тут начали такие сразу бегать, и мне противно стало. Мне не нравится такое. Мне не нравилось, какая-то, может быть, я чувствовала силу в себе, что, как бы, да, у меня такое состояние, но не надо меня жалеть. Не надо меня жалеть. Жалость убивает, а любовь настоящая безжалостна. Вот поэтому я бывает очень жесткая с мужчинами, с девочками никогда. Девочек я очень люблю, они для меня такие маленькие лапочки. По-матерински люблю. А с мужчинами, когда вот такой вот мужик, такой эгоизм, вот этот вот, в мужчинах так, вот они другие, понимаете, с тем же рассеянным склерозом, но они другие, у них претензии на мир вот есть. Но их только вышибать вообще таких. Ну, понимаете, когда одна девочка такая, маленький ребенок такой, ручка будет, такие, конечно, давай тебя подглажу, давай тебя на ручки возьму, такие, давай. Одно дело, маленький ребеночек приходит, коих я воспринимаю женщин всех. Женщины, они вообще как дети. А другое дело, такой мужлан, такой вот, с такими сила у него такая, да, вообще, у меня ручка болит, давай подуй, типа. Такой, в смысле подуй? Ты в смысле, ты кто вообще? Ты такой сильный, ты. Да как ты вообще можешь себя вести так? Вот, я, кстати, могу опубликовать в этом, если вам интересно, в Телеграме нашем закрытом, как мои аудиосообщения на какие-то там опять выпады жалости к себе. Вот. Жестко достаточно.
И потому, но от любви, все с любовью. А даже хирург, который делает больно, да, что-то там вырезает патологию какой-то, но он от любви это делает, но он делает больно. Вот, поэтому и я с мужем также. Вот, но и не знаю, какой-то вот природное, не знаю, вшитое такое понимание, что, ну, жалость — это плохо. Тех, кого мы жалеем, мы их принижаем. Мы принижаем их. Типа: "Да, да, ты такой". Ну вот девочки, да, девочки для меня они девочки, девочки. А если это мужика, то если я и с мужиком буду так же, такой: "Да, да, давай там, давай тебе на ручки", ну это как бы я его унижу, но он как бы вон сильный. Я ему говорю о том, что он сильный. Ты сильный, ты чего? Вот. А, я не хочу его просто принижать, да. Вот. Поэтому вот большая проблема, кстати, одинаковое воспитание у нас в обществе девочек и мужчин. И вот это отсюда многие, вот эта психосоматика, девочки такие вот, как мужики себя ведут и не выдерживают тоже, не выдерживают это женское тело, не выдерживает. Хотя есть у нас мужские энергии, у меня еще то же самое тоже. Овен, там, Водолей, там, это все мужские энергии. Но ими надо пользоваться, не жить ими, вот прям, чтобы они жили нас, а пользоваться, пользоваться в определенных ситуациях. Вот, когда надо принять решение, когда надо что-то сделать, что-то сказать, что-то, ну, какое-то дело вести, но быть все равно мягкой, расслабленной, женственной. Вот, ну, это, в общем, большая тема. И в рамках методики это тоже я об этом все скажу. И у меня как, пунктики есть, немного, пунктики есть именно для девочек и для мальчиков, мужчин. Так, не нужна поддержка близких. Кто вас жалеет, они вас ну, в общем, расслабляют, вам силы не приносят. А те, кто вас не жалеет, говорят: "Ну, как бы да, наверное, можно что-то сделать там". Не жалеют, вот они, вот. Они вас не принижают, в общем. Так, не принижают ваших способностей и сил. Так, и последний мой миф записанный — это исцеление — это дорого. Дорого там, ну, наоборот, лечение — это дорого, потому что это БАДы, это всякие, препараты, там всякие там супер какие-то, специалисты, там еще там кто-то. Это дорого. А исцеление — это недорого. Я уже сказала, какие методы использую, очень натуральные. Для этого нужно только вы. Больше ничего. Никаких там квартир пятикомнатных, никаких супер каких-то окружений, никаких супер БАДов, никаких там, что у нас еще бывает. Ну ладно, если бы вы говорили, наверное, подсказали мне что-нибудь. Ну, вы поняли, да? Никаких ничего. Наоборот, мы многое уберем из вашей жизни. Потому что здоровье — это автоматически. Здоровье — это не что-то прибавить, а что-то убрать, что мешает ране зажить. Поэтому это вообще недорого. Вообще недорого. Это так же недорого, как дышать. Так, ну давайте. Сейчас еще минутку, я отбегу. Вы оставайтесь на связи, и у нас осталось то, что вы мне написали. Вы мне написали уже из ваших вопросов, и я их разберу. И мы, я думаю, что разберем, в общем, сегодня разберем. Так.
Так, спасибо, что ждете. Тоже, надеюсь, дух перевели. Пью водичку. Пьете водичку? Такая сама с собой разговариваю. Не, я знаю, что вы там по ту сторону экрана. Так. Давайте начинаем. Переходим к мифам, которые вы мне написали. Классные. Не то, что мифы, страхи, даже страхи. Разрушение миелина быстрее, чем восстановление. Да? А миелин разрушается быстрее, чем восстанавливается. Кстати, я точно, вот когда прочитала, вспомнила. То же самое я знала. Вот вы мне говорите, а у меня и возникает в памяти, поднимается, да, что мне то же самое, вот то же самое я об этом думала, что мне говорили, что когда, ну вот врачи там в больнице, да, когда обострение снимала метилпреднизолоном и дексаметазоном, кажется, да, вот какие-то капельницы еще, вот я помню, метилпреднизолон и еще какая-то капельница, они мне говорили, для сосудов. Дексаметазон, ну, в общем, ладно, не помню. Вот недавно слышала, думаю, кажется, он. Ну, в общем, и они мне говорили, ну, когда я еще спрашивала, там, врачи, там, что, как, там, да что ж теперь, как жить, там, все такое. Вот, они мне говорили, ну, говорит, ну, сейчас вот мы остановим обострение этими гормонами, и разрушение замедлится. Ну, а там, говорит, как будет, вот, ну, если будет, вот, есть процесс разрушения, есть процесс восстановления. Вот когда процесс разрушения убирается, процесс восстановления быстрее. А когда обострение, то процесс разрушения быстрее. А процесс восстановления, ну, как бы там есть, но практически нету. Разрушение миелина быстрее, да, быстрее, чем восстановление. Но если вы не исцеляетесь, если вы уже применяете методику Мирошай, ну вот эту методику или что-то подобное, если вы убрали причины болезни, либо их как-то снижаете, повернули вот все это вспять, то, конечно, там завтра не уберешь, да, это так же, как ручка лежит, так я уберу, вот так вот, оп, и все. Нет, не так, конечно. Но если вы уже что-то делаете, вы поворачиваете свою болезнь вспять. И как минимум вы убираете ухудшение. Если, понятное дело, если вы ничего не делаете, если вы живете по-старому, ну да, процесс разрушения больше, чем процесс восстановления, да. Ну а если вы исцеляетесь, если вы что-то делаете для этого на разных уровнях, да хотя бы на одном, то процесс восстановления быстрее, чем процессы разрушения, которые даже у вас еще остаются. Потому что так или иначе вы завтра не станете другими. Даже когда вот узнаете, вот начнете применять, вы не станете другими. Вас также будет что-то злить, вас также будет триггерить там что-то, вы также будете что-то есть, например, там, ну, что-то, да, свое там, привычное, там, когда, ну, вот как Юля писала, что вот там такой вот период, когда вот все вот прям вот просто вот все вот в откат идет. Вот откаты бывают, ничего страшного, это вообще ничего страшного. Вы как только выступаете, вот применяете, начинаете вот эту методику применять, все, у вас процессы восстановления больше, сильнее идут, сильнее. Ну, как минимум, понимаете, как минимум вы их сравниваете, и у вас это все происходит в ноль. Ни улучшений там прям так сильно, вот так оп, и пошел. Ни улучшений сильно явных, но и не разрушений. И вам и не хуже, понимаете? Минимум это будет вот так вот, в ноль. Ну, а вообще это вот так вот. Вот так. Потому что это все просто. Не делать, ну это, знаете, ну как лень, как ленивый. Но лентяйство, конечно, это как, есть такая фраза, человека от саморазвития ограничивает только две вещи. Первое – это незнание, второе – это лень. Если знание уже есть, ну,
одна вещь, которая вас будет ограничивать от развития, от применения всего вот этого знания, да, но это только лень, и все. Вот. Ну и в любом случае, если будут откаты, если что-то там как бы вот сознание меняется так, что вот прям вот такая измененное такое сознание, что начинаешь что вообще вот прям как специально что-то делать. Вот. Наоборот, все. Ничего страшного. Это все проходит. Оп, раз и опять у меня вот так вырываетесь вперед снова. Это как, знаете, как гонка, да, вот это быстрее, медленнее, вот как вопрос, это как гонка. Вот, ну да, ничего страшного, вы вот где-то поравнялись, там все, вы такие, окей, нормально, нормально, я как, главное, я не сзади. Ну, сначала это вот, да, болезнь, такая, я сзади, разрушение, впереди, там, да, вот это как две машинки. Потом вы поравнялись, о, класс, ну, хорошо, я не сзади, ну, я не выигрываю, ну, и не отстаю. А потом как не вот туда, вот только настроение появилось, так раз, так и туда, вот, и вырываетесь вперед, и побеждаете сегодня день. Каждый день нужно побеждать. Каждый день. Кстати, где-то у меня миф затерялся, что это точка. Что это точка. Ну вот сейчас об этом скажу, что исцеление это все вот оно. Вот когда-нибудь у меня будет исцеление. Все полностью. Вот мне бывает спрашивают, а когда вы поняли, что вот ну вы полностью исцелились? Вот все. Ну вот я скажу, что это не точка. Исцеление это не точка. Это не такое, что вот вы вот через год вот достигнете и все, можете расслабиться, все. Это как приехать домой и все, расслабиться, и больше не идти никуда. Это не так. Вот это миф об исцелении, что это точка, которую вы когда-то достигнете, и все. И все, это будет всегда с вами, что бы вы ни делали. Нет, это процесс. Вы входите в процесс, вы входите в образ жизни, исцеления. И покуда вы в нем, вы в безопасности. Вы исцеляетесь. Сначала у вас идет до восстановления тела, до нормального уровня, и потом все, и потом выше, выше, выше нормального, просто выше нормального. Но стоит вам остановиться, стоит вам назад пойти, ну, понятное дело, все назад пойдет. Также. Вот. Осознанно, неосознанно, это не цель, это не пункт назначения, это путь исцеления. Вы либо встаете на него и идете, либо это как, знаете, вот нет вот этого пункта, там это не исцеление, это вот не будет такого момента, вообще не буду идти. Нет. Ну, когда-то определенно вы как-то для себя отметите точку, вот теперь все, вот теперь я все. Все. Но вы также усыпите свою бдительность тем, что вот все, я все, и все, теперь как хочу, так и живу. Но с другой стороны, вы, уже пройдя вот этот путь исцеления, какое-то время, вы поменяетесь. Вы не сможете жить как прежде. И вы не вернетесь туда больше. Поэтому путь исцеления — это путь, это не точка. То же самое, что и жизнь. Это путь, это не точка, это не место назначения. Если бы мы рождались, если бы мы начинали эту жизнь ради точки назначения, куда мы идем, то это надо было рождаться, чтобы умереть. Но мы рождаемся, чтобы прожить эту жизнь ради процесса, а не ради вот этого пункта назначения. Вот это ограничивающая установка у многих, что что-то делать ради вот какой-то пункта конечного результата. И вот сейчас такое мышление, клиповое такое у многих людей, что вот я начну вот ради вот этого, например, там открою бизнес, и ради того, чтобы вот это сколько-то зарабатывать, оно не получается сразу же, вот так. Не получается, ладно, все, у меня не получилось, закрываю. Это неправильно. Надо, вот, открыл бизнес, вот иди, во что бы то ни стало, иди, и не думай о конечном результате. Это все, оно автоматически придет, во-первых. Во-вторых, этого нету ничего, нет конечного результата. Есть только непрерывный процесс. И открыть, да, вот бизнес, и идти, во что бы то ни стало. И вот так вырастают. Корпорации, все, вырастают, дети вырастают также. И вырастает наше дело, любое. Вот. И
Поэтому вот это миф, что исцеление, вот все, точка. Так, следующее. Про разрушение быстрее, чем восстановление, я думаю, что понятно, да? Если мы в методике Мирошайн живем, то восстановление всегда будет быстрее, чем разрушение, либо как минимум сравняется, потому что вы сильно погасите причины, которые вызывают у вас разрушение. Сильно погасите. Ну, так или иначе. Сначала, может быть, не сильно получится, потом сильнее, сильнее, сильнее. Это все это тренировка. Это все, этому всему надо учиться. К этому всему нужно привыкать. И волшебных вот ничего такого не бывает. Но это все подвластно вам. Круто же, да? Да, это не волшебная таблетка, да, это не завтра, оп, и все, и побежали. Но круто же, что вы этим будете управлять, своим здоровьем. Вот, постепенно. Так же, как мышца. Мышца, да, она качается постепенно. Но вы накачать можете ее. Это хорошая новость. Вот. Поэтому не бойтесь там, не считайте вот эти вот разрушения быстрее. Нет, нет, да просто делайте свое дело и все. Не бойтесь. Не думайте вообще об этом. Это как еще одна причина, чтобы тревожиться. Не надо, вообще просто выбросьте это все из головы. Делайте. Так, не восстановишься без реабилитации и специальных физических нагрузок. Ну, это, например, это, наверное, такой это тоже овны часто говорят, которые так действуют, так, делать, там, физическая какая-то тоже. Ну, если даже не овен говорит, это, ну, или кто-то сказал человеку, вот, чтобы вот это вот эти убеждения сформировать, это энергия овна, что так, надо делать, надо растягиваться, во что бы то ни стало, через боль, да, мне говорили, Аня говорила с пастикой. Вот там, что профессору там какой-то там сказал, что ну только через боль тебе надо растягиваться, тело сковано с пастикой, вот растягивай, вот давай, вот так вот прям, вот давай. Но это чисто мужской подход, это чисто вот мужской подход. Ломом давай возьми, там, ну не открывается, ну давай там, ну постучи там по нему, отковыряй там все, там, разрушай там все. Вот, это не то. Не восстановиться без реабилитации и специальных физических нагрузок. Восстановиться. У меня никакой реабилитации не было, хотя тоже мышцы ослабели, и хотя многие там выключались части тела там, но вся реабилитация вам нужна, это только ваша повседневность. Это все, что вам нужно. Вы человек, это то же самое, это так же неестественно, как ходить в качалку. Вот, ну, чтобы были мышцы, ну, построить дом, потягать кирпичи, потягать тюки там с землей, там, с песком, и вот они у тебя будут мышцы, но это должно быть твоей жизнью. А если у тебя такой жизни нет, ну иди тягай железо просто в каком-то вот душном, потном таком, ну, понятно, сейчас проветриваются, сейчас классные все эти фитнес-центры, наоборот, там тусовка, общение. Ну, в общем, но само явление, просто пойти и потягать вот это, ну, как бы марсианская энергия, реализация, конечно, классная, вот сбросить это все. Ну, и адреналин тоже выводится из крови тоже под физическими нагрузками. Поэтому людям, которые прострессили целыми днями там в офисах, им, конечно, надо там этот адреналин сбросить потом в этом тренажерном зале. Но это неестественная, понимаете, жизнь для людей. Вот эти тренажерные залы тоже от неестественности. Тем, кто нужно тело, им нужно тягать деревья, там, не знаю, спиливать, там, дома из этих деревьев строить, там, с кирпичей, там, все. Вот тебе будет тело, у тебя будет сила. А зачем тебе сила вот такая вот носить себя, ну, если сидеть в офисе, или если сидеть в этой пробке в городе, ну, зачем она? Это просто вот сердцу прокачка, обкачивать вот эти кровь, это лишняя нагрузка. Я не знаю, это просто вот люди настолько вот отошли от естества своего. Ну, просто вот смотришь, ну, это просто вот все с ног на голову, да? Хотя нас кажется, что ну, как бы это все нормально. Вот. И то же самое по реабилитации. Вашей жизни достаточно, чтобы сделать реабилитацию. Ну, понятное дело, если вы уже долго сидите в кресле, понятное дело, надо подумать, понимаете, подумать о том, чтобы попробовать встать, чтобы найти способ, чтобы ну, вот как-то вот попробовать.
Попробовать, потому что другое дело, вы крест на себе поставили, если такой, все, мне там сказали, все там растягивается, а я еще и не растягиваюсь, ну вообще все. Понятно, правильно делала Аня, что не растягивалась, что вот прям так. Но если это приятно, ради приятности, ради вот, ну как бы раз так это, размяться, классно. Но не ради того, что вот из страха, то, что у тебя ну, иначе ничего не получится, если ты не будешь растягиваться через боль. Вот. И другое дело, вам нужно хотеть что-то попробовать. Вот это тоже, это все мировоззрение надо менять. Чтобы вот этот крест убрали с себя и начали чувствовать себя активным человеком. Активным. Чтобы хотеть вон туда, попробовать, вон туда пройти. Вы должны играть, вы должны снова играть в свою жизнь, стать ребенком, который еще не умеет ходить, но ему очень хочется научиться и попробовать. Знаете, тут такой момент может быть, что вы уже можете, что вы если что-то делаете, даже если ничего не делаете, вы уже можете, но вы уже настолько крест поставили, уже такие все размятые в своем кресле, где-то там еще, не пытайтесь. Вот, по моему опыту, это просто надо научить человека хотеть это делать, воспринимать себя снова как нормального человека. Вот, и ваш быт, это полностью вас обеспечит вот эти вот реабилитации. Ну, если хотите, если вам интересно, если у вас интерес там развеяться, с людьми пообщаться, там, чтобы кто-то за вами поухаживал, там, говорили, как ногу переставлять. Ради удовольствия вообще, вот, пожалуйста, да? Но я не за то, чтобы вы этим себя ограничивали, что вот если вы это не делаете, то все, вот так вот, все. Вот, поэтому вообще вы от этого независимы. И от этого тоже независимы. В туалет попробуйте сами сходить. Попробуйте не держаться так, как держитесь. Попробуйте. И вот она, ваша реабилитация будет. Попробуйте там что-то, какую-то позу поменять. Ваша реабилитация будет. Но другое дело, понятно, если вы ничего не делаете, то этого недостаточно будет. Это глупые такие советы, на самом деле. Если ничего не делаете, наоборот, только усугубляете болезнь. А если вы уже встали на путь исцеления, то через какое-то время обязательно надо вот это все пробовать. Снова реабилитировать себя как активного, здорового человека. Вот. Специальная физическая нагрузка для удовольствия. Другие помощники для удовольствия. Это класс, да. Так, уже не восстановишься, если долго болеешь от 3 лет. Да кто вам сказал? Кто вам сказал? Где, вот покажите, вот вы встречали Бога, который все знает, наперед, от и до, назад, вперед, лево, вправо, там, вверх, вниз, он это все знает, и вам он говорит, не восстановишься. Да в смысле не восстановишься? Такие восстанавливаются. Ну, например, если брать Джо Диспенза, его историю, вот посмотрите интервью, или я, может быть, скину, кстати, да. Нет, не смотрите, я скину в эту группу. Про Джо Диспенза, может быть, вы уже кто-то видели. У него был перелом позвоночника. Что об этом говорят? Ему говорили, что это не восстанавливается. Мы можем тебе штиф какой-то вставить, но ты будешь сидеть, но не ходить с этим штифтом в позвоночнике. Ему говорили очень, тут логика уже включается, просто, позвоночник там не срастается там и так далее. Все, человек не будет ходить. Он просто верил, что он может. Просто верил, что он может, и что-то делал. Но потом, понятно, он начал потихонечку сначала там шевелиться, потихонечку, все это постепенно. Не так, что вот я пролежал, верил, а потом оп, и побежал. Нет такого. Веры одной недостаточно. Нужны действия. Вера плюс действия, гарантированно вам будет результат. Вот, посмотрите вот историю Джо Диспенза. Тут тут все говорили, что все, кто не посмотрел бы на него, они бы все сказали, все, нет, вообще никак, без вариантов, переломанный позвоночник. А я уж, когда его историю узнала, подумала, если он позвоночник срастил,
какой-то вот мой рассеянный склероз, вот это какой-то аутоиммунный, какой-то иммунитет, которого не видно, это подавно делает. Поэтому это миф. Если долго болеешь, не восстановишься. Да восстановишься. Вы знаете, как это будет в вашем случае? Это можно только проверить. Только вы можете проверить. Только у вас вот именно ваша картина болезни, ваша картина исцеления. Только вы уникальный человек. Вы можете только проверить. Никто вам не может и не вправе вообще говорить, что у вас не получится. Но это вообще недальновидный очень человек и очень неразумный. Это много таких у нас, кстати, много. Вообще в обществе такие вот умные, разумные. Поэтому проверьте, пожалуйста, проверьте, просто делайте. А что вы теряете? Да, что вы теряете? Вот если вы убеждены, что это все вообще не восстановить, что вы теряете, если вы встаете на путь исцеления и делаете? Что вы теряете, если вы поверите в то, что это можно восстановить? Самое худшее, это будет вы всю жизнь вот это все проделаете, да, проищете, проприменяете там все вот это, проэкспериментируете, и в итоге, все, как бы вы умираете и понимаете, вот теперь я знаю точно, нет, не восстановилась, вот. А что теряете? Вы и так, если вы этого не будете делать, вы и так, тот же самый вариант будет, да? Вы ничего не теряете. Так вы рискните, вы попробуйте, вы очень рискуете, что исход будет другой. Потому что если действия другие, то и исход может быть другой. Это, в принципе, это все логика. Вот, поэтому я тоже это отношу к мифу. Это заблуждение, это ограничивающая установка, которая вам мешает получить результаты. Так, болеешь из-за невыполнения своего предназначения. И да, и нет. И да, и нет. Гитара так отзвякивает на мой голос. И да, и нет. Из-за невыполнения своего предназначения. Смотрите. Я проговорила, да, про Сатурн, что он 36 лет созревает. И вот 36 лет человек только начинает понимать свое место в обществе. Что он несет в общество. Что он за такая клеточка, и где его место. Только в 36 лет. Болеем мы не потому, что не выполняем свое предназначение, потому что свое предназначение не выполняет одновременно, не выполняет никто с рождения, потому что период такой. Нам надо сначала насытиться этим миром, надо сначала вобрать в себя этот мир, а потом уже отдавать. Сначала вобрать опыт, получить, а потом уже отдавать то, что мы вот это переработали, и отдавать. С одной стороны, никто не живет по своему предназначению никогда, вообще, в принципе, начало жизни. И с другой стороны, все живут по своему предназначению автоматически. Людей тащит по своему предназначению. Например, вот очень простой пример. Предназначение женщины — одеваться, наряжаться, да, там, хотя бы, я, например, наряжаюсь, там, например, мехенди и сережки, да, например. Но в любом случае я причешусь. У меня Луна в Сатурне, я не буду там вот всякие там раскрашиваться там и так далее, потому что это не мое. Потому что я Сатурн. И у меня будет свой. Хотя Венера, она сильная, но она проявляется в другом. Я ее перенаправляю. Вот, энергии эти. Вот я женщина, не могу не причесаться. Вот у меня Максим вот может не причесаться, там все, ты говорит, да ладно, это все нормально. Да, реально нормально. Вот, а я женщина, это мое предназначение причесываться и следить за своей внешностью. И я не могу по-другому. Знаю я, что где-то читала ли я, что женщинам надо это делать, или не читала. Неважно, я это делаю по нутру своему. Да? И то же самое с предназначением. Мы делаем это все автоматически, потому что вы не можете. Энергии, которые протекают через вас, вы не можете. Их они протекают, и все протекает.
Другое дело, они в негармоничном плане протекают, да, из-за уровня вибраций, из-за каких-то заблуждений. Негармонично, например, энергии Марса — это либо смелость, решительность и действия, и достижения какие-то, либо это он воюет со всеми, спорит, он к кому-то, ну, агрессия, ну, вот, вред делает. Это одна и та же самая энергия в гармоничном и негармоничном проявлении. Вот. Мы сами по себе всегда живем по предназначению. Другое дело, мы его можем не принимать. Мы можем не знать всего этого предназначения, какую-то часть, да, нас тащит, поэтому мы нормально, мы осознаем, а какую-то часть мы не осознаем. Например, какие-то положения дают страх, например, действия, например, про свою карту. Страх, действия, ретроградный Сатурн, это все надо от и до, это перфекционизм, там, гиперответственность, это прям, это, ну, я не буду это делать, если я не сделаю это идеально. Всем, наверное, вам, многим точно это известно, вот это вот ощущение. Гиперответственность, перфекционизм сильный. Вот, и вот это вот есть в моем положении. Это говорит: ой, нет, я не буду делать, мне надо все просчитать. Планеты в Тельце, например, много в земном знаке, говорит: ой, нам надо это очень сильно просчитать. И я думала, что я Телец и Сатурн. Телец и Сатурн, все, я так и думала. До уточнения моего времени. Потом мне сказали, что я Овен. Я Овен, оказывается. Овны — это очень решительные люди. Это очень упертые, очень смелые. Если в гармоничном плане эта энергия проявляется, это смелость, это действие, это наоборот, я сейчас сделаю, а там посмотрим. Ну вот так, это, то есть это реально действие. И там по ходу это все развивается, вот это дело. Потому что если сидеть так и никогда вот только я идеально сделаю или не сделаю, то вообще ничего не сделать. И только вот просто вот это вот все голова, просто вот как это сделать, там все сделать, нет, ну надо сделать, это вообще просто. Вот. Узнавание, то, что я Овен, и как дало мне принять себя, принять вот эту часть себя и пользоваться этой энергией, пользоваться. И я поняла, что я от этого испытываю вкус. Мне нравится жить по-овенски, потому что это моя суть изначальная. Мне нравится жить по-овенски, помимо того, что я живу по Тельцовой, что земной такой знак, стабильный, такой нерешительный, зависимый от партнера очень сильно, и ретроградность у меня. То есть я раз и собрала вот этот пазл, и мне это помогает в жизни, во всем. Я знаю, как получать удовольствие, знаю, как мне отдохнуть, я знаю, как для меня правильно, знаю, как естественно, когда неестественно, когда вот всех посылаешь, и все, нет, у меня так, все. И мне никогда никто не вменит какое-то чувство вины, либо я какая-то неправильно действую, все, я знаю себя, я знаю, как мне правильно. Вот. И вот это принятие, узнавание своего предназначения — это больше про принятие. И больше про узнавание, как лучше себя направить, как лучше. Ну, а то, что там вы не знаете свое предназначение, вы не становитесь собой. Ваш путь не становится не вашим путем. Ваш путь, он и есть ваш путь. И это с одной стороны причина болезни, то, что вы где-то там себя не принимаете, где-то там себя энергия идет, а вы ее не реализуете, да, там как-то. Но с другой стороны, это не причина болезни, потому что вы и так живете по предназначению. Просто вам будет легче с предназначением. Вас будет, ну, знаете, как вот это идти по какой-то дороге, где постоянные ямы, там такое, то, ой, может быть, сюда, ой, а правильно иду, ой, здесь не надо яму, постоянно вот думать, что, как делать. А тут или идти вот просто вот так вот по ровной дорожке, такой идти, гулять там, ну, в легкую. Вот, когда знаешь свое предназначение. Ну, и если вы узнаете свое предназначение, это бутон, это будет бутон. С годами он будет лепесток за лепестком открываться и открываться, открываться и открываться по мере проживания вами жизненной ситуации. И поэтому вот так вот узнать предназначение, все, вы исцелитесь? Нет, тоже нет. Это вообще, это все такое, это шлифовка, это шлифование вашего исцеления. В том числе просто вам нужно знать, кто вы, вам нужно знать свою инструкцию по применению, чтобы правильно этим пользоваться. Но это не причина болезни. Это исцелиться можно
и без этого. Но в моей методике тоже в том числе узнавание своего предназначения, потому что это круто, это круто. Мало кто вообще из людей знает свое предназначение. Ну, там всякие нумерология, вот эта западная астрология, классные науки, они что-то там говорят, но, например, по сравнению с Джотиш, вот такой глубиной, я нигде не видела больше. Ну, это мой опыт. Я кто-то иногда захожу на нумерологию всякую, там, на другие науки, ну, и есть что-то интересное, да, с другой, наверное, стороны. Но Джотиш не как Джотиш, в общем, нам говорит. Поэтому, если вы не знаете свое предназначение, это не повод думать, что вы не исцелитесь. Более того, скажу, вы сейчас заболели, чтобы войти в свое предназначение. Вас ведет болезнь туда, на ваш путь, чтобы вы свернули с неправильного пути на правильный путь. И это делает болезнь. Она нужна. Мне точно так было. Мне точно так было. Да. Муж говорит, 2 часа не утомляй, не утомляйся. Да, чуть-чуть. У меня точно так было, я заболела, и вот именно болезнь вывела меня на правильный путь. Вот именно болезнь. Поэтому тут только благодарность этой болезни, и все идет туда, где вы должны быть. Не переживайте, все хорошо. Не зная своего предназначения, нельзя думать, что вот я не исцелюсь из-за этого. Вот все буду делать от и до, а вот предназначение не знаешь, все, не будет ничего работать. Это неправильно. Так, у нас еще 2 осталось. Мы на финише. Должна что-то делать особое, не делаешь, потому и болеешь. Ну, там, мудрое, там, исцелять, лечить, там, что-то, какие-то способности. Это круто, если есть какие-то способности, но это все же, конечно, не может быть, это все так же с предназначением, это не может быть причина, чтобы у вас ничего не получилось, потому что тут надо сначала посмотреть, не раздуваете ли вы значимость каких-то своих особенностей, не раздуваете, потому что если мы раздуем значимость до вселенских масштабов, то это становится, ну, очень серьезной помехой на пути к многому. Если мы вот это вот все такая раз, ну, понимаете, да? Если пылинка нам что-то незначимое нам не помешает пройти просто. Ну, пылинка, раз прошли, да и все сквозь нее мимо. А если мы, например, раздули какую-то вот эту пылинку до забора вот такого, то мы сквозь него не пройдем уже. Вот. И тут надо понять, не раздуваете ли вы значимость вот этих способностей ваших, потому что на самом деле мы каждый играем в свои игры. Всегда есть кто-то более мудрый, более значимый, более умелый, и всегда есть кто-то менее. На самом деле нету такого, что вот нету одной шкалы, что вот, ага, ты 10 баллов, мудрый на 10 баллов, все. Вот на этом уровне ты либо там что-то гуру становишься для кого-то, либо исцеляешься, либо нет, вообще тебе нет. Вот. На самом деле это даже мешает исцелению, вот это вот увеличение сильной значимости. Проще, знаете, как сказать? Вам будет намного проще сказать, ой, да у меня есть какие-то там, что-то там, ну да, у меня там что-то я замечала, но это вообще ничего такого, и мир не ждет нас, и люди не гибнут от того, что мы что-то не делаем, и это нам не наказание за вот это вот, за наше бездействие. Это нет, это мировоззрение в парадигме наказания и поощрения. До нас дела вообще нет никакого, никому. То, что происходит в нашей жизни, это только наши игры. Только наши игры. Мы играем в целителей, мы играем в мудрых, там, и все. И мы уже начинаем с этих установок воспринимать другой мир. И если есть мировоззрение, то, что наказание, там что-то я должна, не должна, мы начинаем также воспринимать себя, что вот, я вот это должна, меня сейчас накажут, то, что я это не делаю, там все такое. Я считаю, что тут лучше расслабиться. Я не умаляю никаких способностей, очень много мудрых людей, и причем каждый человек, он
очень мудр вот именно в своих, он неповторимый. Любой человек неповторимый. Но вот так вот прям раздувать вот эту значимость и а, ставить под зависимость свой успех от этого, нет, нет, не надо. А, Плюс так же, как с предназначением, болезнь для того, чтобы вас как бы, ну, апгрейд вас сделать, а потом вы только сможете помочь другим. У меня были такие случаи, когда человек ко мне обращается, вот, я хочу исцелиться и помочь всем остальным. Не об этом надо думать. Знаете, когда вы исцеляетесь, не об этом надо думать. Надо думать о том, как расслабиться, как остановиться, как замедлиться. И вообще вот просто вот все остальное вот послать вот подальше. Вы больные, никому не поможете. Никому не поможете. А чтобы исцелиться, вам нужно расслабиться. Вам не надо думать о спасении мира. Вы спасете обязательно этот мир. Но сейчас вам нужно отдохнуть, и вам нужно исцелиться. Когда вы отдохнете и исцелитесь, когда вы усилитесь, себя наполните, вот тогда вы будете проливать всю эту силу и любовь на всех остальных, и исцеление, вот тогда вот вы сможете подтянуть их. Покуда вы на низах, вы не сможете подтягивать. Вы должны быть вот здесь. Вот тогда вы сможете вот так раз и подтягивать. И то, когда вы исцелитесь, когда вы придете к себе, когда вы расслабитесь, и то еще там 10 раз всё поменяется. Ваше восприятие себя, ваше восприятие мира. Я не говорю, что не будет всего этого. Может быть, это все будет намного сильнее. Но я к тому, что говорю, что вы сейчас даже не знаете, насколько вы можете быть другими, насколько вы можете быть здоровыми и совсем вот в другом состоянии души и тела жить. Вот. Вот тогда, когда вы будете уже приближаться хотя бы вот к этому освобождению от вот этого жести сейчас, болезни, вот тогда думайте, что какая вы, что вы должны миру, когда что вы хотите миру этому дать, и все. Это как ребенок, он маленький сначала. Это то же самое, что ребенок маленький. Ну, например, у меня маленький ребенок 4 года. Это то же самое, что если бы он начал думать наперед. Так, мам, я думаю так, как, где я буду работать, что я буду, как пользу приносить, там, что там, ну, я боюсь, что если я не буду сейчас это делать, я не вырасту, там, у меня там не получится ничего. Я скажу, что маленький мой, да тебе просто нужно сейчас быть ребенком, расти, играй, и все, просто это твоя главная задача. Ваша задача сейчас исцеляться. Вы обязательно спасете мир. Вы обязательно сделаете что-то выдающееся. Вы обязательно поможете многим. Обязательно. А что хотите? Хотите вообще не помогать? Хотите просто, например, занимайтесь своим увлечением. Например, кто-то дизайнер, поймет, что он какой-то дизайнер, и он какой-то дизайн необычный делает там интерьеров для людей. Круто. Не обязательно всех спасать. Вот, и это надо вот определенное положение в карте иметь, чтобы там, ну такое. Ну, у многих есть такие положения. Вот. Пока просто исцеляйтесь, пока просто отдыхайте. Так же, как и дети. Вот так же, как в этом примере с детьми. Поэтому это тоже ограничение. Болеешь из-за того, что это как ребенку сказать, например, у тебя кубик не получилось поставить вот такую башню, потому что ты вот не управляешь, еще не топ-менеджер, он там в Альфа-банке. То же самое. То же самое, то, что ему сказать. Нет, ты обязательно станешь менеджером, если тебе захочется. Но сейчас тебе нужно научиться просто башню делать. И все. Вот. Так. Не делаешь, поэтому болеешь. Нет, ничего особого, ничего особого. Просто расслабьтесь. Это вот завышенные ожидания, это, наверное, от родителей наших. Так, нужно измениться, последнее. Нужно измениться, если нужно измениться, делать то, что никогда не делала, не хотела, боялась, стеснялась и так далее. Да нет, вы знаете, это то же самое вот знаете, такое вот восприятие мира, мировоззрение, это как, ну, например, сейчас скажу пример. Ну, кто-то, например,
что-то делать устал, там он, ну ладно, что копать яму. Яму копает человек, он такой, о, говорит, устал, что-то, другой к нему подходит, ну что, копаешь? Он говорит, да, копает, что-то не очень уже получается, устал так. Он такой, а потому что ты плохо копаешь, потому что ты боишься копать, стесняешься, все, давай копай снова, давай посильнее копай. Ну, знаете, может, не очень хороший пример, так я слышу, получился. Но это, вы знаете, вот это не от любви, понимаете? Вот когда вам что-то сложно, а вам говорят, а это потому что ты не хочешь, боишься, стесняешься, давай, вот туда, иди. Но если боишься, то ну, не надо это делать. Если стесняешься, то ну, побудьте в стороне, где-то в тени. Если не хотите, то ну, не надо делать то, что не хочется. Животные никогда не едят, когда им не хочется. А вот люди говорят, потому что ты не хочешь, это плохо, что ты не хочешь, давай, ешь. Но это как бы не нежно к себе. Нет, вот это вот мы с родителями переняли вот это к себе отношение. И вот, ну вот это, знаете, не любовь. Наши родители мало кто знали, как любить вообще детей. Как взрастить вот эту сильную, такую полноценную, самостоятельную личность. И в итоге мы вот как со своими вот этими больные со своими травмами детскими, там, вот, там, так, заставляем себя, там, так, мне не хочется идти на прогулку, мне там хочется поспать. Нет, давай, иди, давай, иначе у тебя ничего не получится. Это нет, это не то. Это не нежно к себе. А в исцелении от растения склероза это нежно к себе. Это снова, ну, как бы научиться чувствовать себя. Понимаете, если нужно измениться, вам не нужно изменяться, вы уже и так меняетесь. Вы идите, вы меняетесь. Вы это слушаете, вы меняетесь. Вы написали этот вопрос, вы уже меняетесь. Не надо ничего вам сверхъестественного. Вам не надо там идти и там как-то вот меняться там через силу, там еще что-то. Особенно если вы девочка. Эта женщина, кажется, писала. Женщина, нет, вообще, женщин нет, вообще ничего не заставлять не надо. Вот. Так, измениться. Ну вот, в общем, это не то. Нет и нет, сразу нет, говорю. Все, спокойно, будьте спокойны, расслабьтесь и просто живите, просто делайте то, что от вас требует сегодняшний день. Так, ну все, мы все мифы разобрали. Напоследок скажу вот такой вот вывод из всего вот этого, что исцеление — это творчество. Это творчество, которое нам многим сломали вообще в детстве. Вот у нас в голове. Нет, так не бывает. Ну, что там ребенок хочет, либо о чем-то говорит. Нет, так не бывает. Неправильно, не получится, не сможешь, упадешь, испачкаешься. Не делай этого, уйди оттуда. Двойка тебе. Вот это все очень-очень много лет потребовалось для того, чтобы сделать из нас никчемных, ничего не могущих, себя неверующих людей и верящих, что мы ничего не можем. А если мы что-то сможем, то это должно соответствовать очень сильно каким-то критериям. Это много-много лет на нас вот так вот воздействовали. А любое творчество, оно должно быть свободно. Да, сейчас кто-то добавил, хорошо. Любое творчество — это свобода. Свобода. Вот я смотрю, меня многому вообще учит мой ребенок. Я с помощью него вообще мир познаю, вот еще глубину вот эту, как это все работает. Вот он делает что-то, какую-то картинку рисует, так, ма, смотри, автомобиль такой. Он не боится, понимаете? Он не думает о том, что оно должно как-то соответствовать, что автомобиль как бы не очень правдоподобный, колесо больше другого, то есть у него нет вот таких вот рамок никаких. И любое творчество, оно должно быть без рамок. Никаких голосов, что так не бывает, так не получится, ты болеешь, потому что из-за этого там все. Никакого. Вы встаете на этот путь исцеления, вы начинаете заниматься творчеством своего здоровья, своей болезни, своей жизни. Вы занимаетесь творчеством себя. Вы это знаете, как скульптура лепит себя.
нет никаких, вот понимаете, вот эта скульптура лебедь себя и куча голосов, нет, упадешь, смотри, это не делай, там все, это я вижу, мне очень сложно смотреть, как на вот этих детских площадках говорят, упадешь, не лезь, убери, куда ты лезешь, да вообще просто, я вот просто так хрясь у них вообще все. Ну ничего, это как бы, ладно, бальзам для меня, это что это их карма, но вообще, это очень сложно смотреть. И мы такие выросли, мы так выросли. Вот, исцеление — это творчество. Нету никого второго вас. Нету ни у кого второй такой же болезни с такой же картиной. Но есть какие-то, например, я просто вам даю карандаш, я просто вам даю краски, вот эта методика, и все, что вы ей нарисуете, будет вот, понимаете, шедевр. Правильно все будет. О, смотрите, да? Вот так вот даже еще я знаю. Вот так вот будет, понимаете? Все, что вы ей не нарисуете, вот так. И вам этот путь пройти надо смело, без сомнений, без каких-то упадешь, не лезь туда, и двойка тебе, а тут пятерка, тут уже... Как вот вы в медитацию садите, медитация, чтобы вам расслабиться. А вы начинаете оценивать, вот я неправильно сделала, вот это тут и двойку себе поставили, вот еще и наказали, там на второй год оставили, понимаете, вот там, что вот все, у тебя ничего не получится. То... Ребята, знаете, так, камон, вы расслабляетесь на медитации, а не вот это вот, ну, вот это все себя вот напрягаете этим. То есть это мы начинаем замечать, вы начинаете это замечать, а как покуда вы замечаете, это начинает уходить из вас, вот это все вообще, вот этот мусор. Вот. И поэтому исцеление — это творчество. Никаких не должно быть каких-то ограничивающих установок. Ну, вот этих вот тоже, в том числе, которых мы проговорили уже второй час. Вот. И на вот этом я хотела завершить сегодня трансляцию. Сейчас я посмотрю. Мне одно сообщение какое-то написала Аня, да? Так. Мне говорят, исцеление невозможно без изменения себя, отношения ко всем вокруг. Надо всех любить. Очень тяжело это делать, когда некоторые откровенно хамят или делают гадости тебе. Конечно, не надо всех любить. Не надо всех любить. Но надо как бы не сопротивляться тому, что они делают. Мы не изменим мир. Мир не такой, он не обязан быть, как нам нравится. Другое дело, мы можем изменить себя и свое отношение к этому. Но это тоже, это подсознательная установка, все мне должны, вот, или все должны быть такими, либо все должны быть хорошими, а хорошо это вот так, и вот так, и вот так. Это не выгодная установка, невыгодная. Но это я дальше в методике буду говорить. Без изменения себя, ну, конечно, методика исцеления — это изменение себя. Ну, понятно, да? Ну, как? Тут все логично. Вот вы были больны, вот вы становитесь более здоровыми. Понятно, тут изменение себя. Да, это правда, что вы без изменения у вас не получится. Вы обязательно изменитесь. Вот. Так, но эти изменения будут автоматически. Просто делать то, что в методике, и все. И все. Легко все. Максим такой, так, говорит, так, что вы затянули. Да, Максим. Да, сейчас я посмотрю. Если кто-то хочет задать вопрос, кто-то что-то рассказать, мы уже заканчиваем, Максим, все хорошо. Кто-то хочет что-то сказать, вы можете ручку поднять, и я увижу вот этот вот. Кто-то, если хочет, там обратную связь. Я тут смотрю, еще несколько секунд буду смотреть, если кто-то решится. И заканчиваем. Так, ну ладно. Уже утомились, 2 часа. Вот так, не ожидала, да, что это будет 2 часа. Ну, в общем, под комментарием я скоро выложу запись вот этого эфира, и под комментарием вы можете задать любые вопросы, и я буду очень благодарна, если вы дадите обратную связь. Это очень приятно, не просто так в одну сторону. Вот, обратную связь, если что вам было, что вам вообще понравилось, что вам вообще вы не согласны, любое.
любую обратную связь. Вот. Как вам сегодняшний наш эфир? Вот. Ну, а я прощаюсь тогда. Никто не тянет руку. Ну, все, давайте. Тогда прощаемся с вами. Всего доброго всем. Все хорошо. Никаких ограничений у вас нет. Вы безграничные. Безграничные. С безграничными возможностями. Ограничивается лишь только знание себя, ваше знание себя. Вот. Все получится. Все. Так, прощаюсь. Всё.